Баженов Илья Иванович, нейронные сети, возможности, доступность эксперимента. F5? Да, можно. Отлично. Илья Иванович, Так, сейчас вам слово. Коллеги, я очень долго думал, как мне построить выступление, потому что, во-первых, я не совсем считаю себя специалистом в этой области, но с другой стороны, с конца января я каждый вечер экспериментирую и каждый вечер поражаюсь. И более того, вы, наверное, заметили, что предварительно, когда было первое информационное письмо, я предлагал выделить в качестве одного из основных направлений это искусственный интеллект. И когда я начал получать вот ваши предложения по активностям, доклады, я понял, что у нас выступающих с этой темой очень мало. И тогда я вроде бы как-то перестроился, и сейчас хочу просто с самого нуля рассказать свои эксперименты, что я делал, чему я достиг, и что на сегодняшний день нас ожидает, какие перед нами стоят задачи. То есть мое выступление будет с самого нуля. Я познакомлюсь с какими-то основными терминами и покажу, что на сегодняшний день у нас есть, какие есть ресурсы. Более того, пользуясь случаем, я сразу же приглашаю вас на сегодняшний мастер-класс, который состоится в 20 часов в дистанционном режиме. Вы получите все доступ к сайту, и на этом сайте мы с вами будем общаться. Параллельно я буду вести прямую трансляцию и помогать, если будут какие-то проблемы. Значит, я был, ну, вообще говоря, тут, конечно, много чувственных моментов, но вот с конца января я просто нахожусь в таком, под очень большим впечатлением. И у меня вот это впечатление из двух чувств складывается. Первое – удивление, а второе – ну, настороженность. Почему так? Ну, потому что вот в ноябре 2022 года появился ресурс, который называется ChatGPT. Этот чат, он в общем доступе у нас, у всех с вами находится. И я думаю, что он перевернет все, абсолютно все. Я думаю, что через некоторое время, выбрав часть направлений и специальностей подготовки в образовательных учреждениях, выбрав какие-то специальности, появятся новые специальности в связи с тем, что вот это направление развивается. Особо, мне кажется, заденет эта область образования, потому что мы с вами должны будем менять полностью все, и контроль, и как бы предоставление вот, знаний, и курирование вот всем этим процессом. Потому что то, что нам предоставляет в настоящий момент ChatGPT, это ну, революция примерно такая же, как была с началом интернета. Я помню, интернет в 1992 году пришел в университет, и мы впервые сели и познакомились с тем, что такое электронная почта. Тогда все сказали «Вау, вау». Вот сейчас вторая революция, она мощнейшая, она просто, ну я не знаю, что сделает с нашим образованием, что сделает с нашим обществом через некоторое время. Я впервые с чатом GPT познакомился в конце января, и вот, мои эксперименты сводятся, ну, порядка 50 сервисов, которые связаны вот с этим новым ресурсом, я изучил и готов выставить то, как я продвигался, какие я знания получил, и посоветовать вам тоже вот мой путь в некотором смысле пройти. Я не принимаю слов «передать опыт». Передать опыт невозможно, опыт надо пережить. Поэтому мое вот, как бы, представление, с которым я сегодня выступляю, моя главная задача, чтобы вечером пришли, открыли вот эту презентацию и сами попробовали, убедились, что это такое, чтобы вы поняли, вот, о чем идет речь и как с этим работать. Значит, ну, я уже сказал, что у нас с вами революционный момент – это ноябрь прошлого года, 2022 год, когда в общем доступе любой пользователь интернета может зайти и воспользоваться вот этим искусственным интеллектом, который называется ChatGPT. Кстати, поднимите руку, кто-то пользуется, знаком с этим ресурсом? Да, конечно. Значит, что такое искусственный интеллект? Ну, термин этот до сих пор
официального определения не имеет. Впервые это слово используется начиная с середины 50-х годов. В отечественной русскоязычной литературе мы обычно пишем ИИ, искусственный интеллект, ну вот в англоязычном это AI. Значит, основой всего этого в настоящий момент является так называемая нейронная сеть. Что такое нейронная сеть? Пару слов об этом тоже, наверное, нужно сказать. Ну, вот я привел здесь картинку, которая в интернете гуляет. Это простейшая такая вот нейронная сеть, которая состоит вот из нескольких кружочков, и эти кружочки связаны друг с другом некоторыми связями. Вот так. Не видно, да? Видно. А где я не вижу? Очень быстро двигается. Ну ладно, ну вот давайте я так тогда покажу. Вот здесь у нас с вами есть вход, а от каждого входа, от некоторой информации, которая в кодированном или содержательном смысле поступает, и здесь получается вот первый нейронный слой, в который вот эти входные сигналы сюда приходят. Они приходят с какими-то коэффициентами. После этого вот здесь происходит некоторая активация поступивших сигналов, и следующий сигнал отправляется уже на следующий слой. Таким образом, ну, можно какие-то конкретные примеры найти, в интернете я вам все ресурсы покажу. Таким образом, двигаясь вот по этой сети, мы приходим к завершающему слою, где происходит выход. Но простейший пример, который в будущем будет встречаться, это то, что у нас в телефоне называется Т9. Что мы с вами делаем? Мы только начинаем набирать слово, поступает некоторая информация, вот она отсюда поступает. Тут она обрабатывается, и нам на телефоне выдаются варианты ответов, то есть набора будущего текста, предсказывает. Более того, следующее поколение телефонов, оно уже не только слово выдает, но и следующее слово, иногда 2-3 слова. Вот таким образом примерно работает нейронная сеть. Но это, конечно, простейшая модель здесь приведена, но и так, чтобы вы понимали слово нейронная сеть. Здесь прежде всего математика заложена. Тут мало технологий. Вот вся эта вот, махина, которая здесь нарисована, это чистая математика. Здесь сигнал какой-то входит, здесь какие-то веса расположены, здесь идет обработка огромного массива информации, и на выходе мы тоже имеем некоторый сигнал, который уже через интерфейс передается пользователю, который с этой сетью работает. Машинное обучение. Это слово мы тоже с вами очень часто встречаем. Это основа искусственного интеллекта. То есть о чем идет речь? Машинное обучение тоже термин встречается с начала середины 50-х годов. И первые вот, как бы, технологии, связанные с этим обучением, они были связаны с экспертными системами. То есть о чем шла речь? Была группа отобранных экспертов, которые задавали некоторые правила вывода некоторой информации. Ну, например, игра в шахматы. То есть первая программа, которая создавалась, игры в шахматы, сидели, грубо говоря, гроссмейстеры и выписывали варианты выхода вот из ситуации, которая на данный момент на доске сложилась. Значит, это так называемые экспертные системы. Ясно, что из привлечения экспертных систем это, во-первых, дорогостоящая вещь, во-вторых, тут тоже есть определенный субъективизм. Да? Один мастер выполнил бы ход одним способом, второй мастер выполнил бы ход или нашел бы выход другим способом. Тут не зря вот нарисована игровая картиночка, где вот первые экспертные системы применялись. Второй шаг – это машинное обучение непосредственно. Оно уже связано с тем, что мы собираем информацию, эта информация статистически обрабатывается и предлагается какой-то вариант. Вот типичный пример на этой картинке. Эта картинка бродит в интернете, мы ее можем встретить на разных ресурсах. И вот здесь мы с вами видим типичный пример использования машинного обучения. Это спам на почту. То есть, когда система машина обучена тому, что она распознает информацию, которая поступает, и ее как бы сортирует, отправляет в спам по определенным признакам.
Ну и, наконец, появился термин «глубокое обучение». Это уже середина, ну, после 2010 года, глубокое обучение. Речь уже идет о совершенно новом уровне машинного обучения, когда создается некоторый вектор, в котором хранится полностью информация и об объекте, и о его свойствах. И вот этот вектор, он может изменяться в зависимости от ситуации, в зависимости от статистики, которую получают, от той базы информационной, которая есть. И кроме того, посмотрите, там я в нейронных сетях говорил, что у нас с вами есть некоторые слои. Чем больше слоев, тем система становится более эффективной, грубо говоря. Но в то же время у нас увеличиваются параметры, увеличивается объем информации и матрицы, которые хранят вот эту информацию, все эти матричные переходы. А это уже физический ресурс. Некоторые ограничения возникают на физический ресурс. Но тем не менее, я вот как бы здесь хотел показать, пользуясь этой картинкой, она тоже в интернете встречается часто, что машинное обучение — это одна из основных технологий, которые используются для создания нейронных сетей. Здесь приведены примеры основные, которые связаны с историей искусственного интеллекта, ну, до наших дней примерно. Здесь вы можете вот обнаружить, когда в 1997 году впервые машина обыграла человека в игре в шахматы, рубежный момент, что беспилотный автомобиль появился, соответственно, в 2005 году Google Translate, то есть переводчик наш, которым мы обычно пользовались, в 2006 появился и так далее. Здесь рубежный момент, обратите внимание, 2015 год. Я об этом еще немножко расскажу, чуть более подробнее. Когда был дан стартап американский, он называется OpenAI, и впервые была создана некоторая команда, некоторый институт, который начал заниматься очень активно искусственным интеллектом с точки зрения машинного обучения. Эта компания возглавлялась Илоном Маском и Сэмом Альтманом. Иногда Ольтман читается, иногда Альтман. Вы в литературе можете встретить и то, и другое произношение этой фамилии. И начиная с 2015 года вот эта компания, она там видоизменялась, переименовывалась, иногда отщеплялись, какие-то разные направления создавались. Ну вот, по сути дела, благодаря работе и результатам именно этой компании OpenAI, мы сейчас получили в 2022 году чат GPT. Следующий момент, я уже упомянул, как работает такая примитивная нейронная сеть. На примере Т9, как мы в телефоне его используем. Вот эта модель, которая математически затем обрабатывается, она называется языковой моделью. То есть, когда есть некоторая информация, эта информация перерабатывается и прогнозируется по статистическим данным следующий шаг. Вот именно на языковых моделях построено то последнее достижение, о котором мы сейчас и будем говорить, GPT. Переводится, вот тут перевод приведен, Generative Pre-Training Transformer. Значит, самообучающийся трансформер. Вот представители, о которых я уже говорил, стартап, который был дан Илоном Маском и Сэмом Ольтманом. Ну и два основных продукта, которые эта компания на сегодняшний день для нас предоставила, это GPT, это серия трансформеров, серия нейронных сетей, которые в завершающем моменте имеют общедоступный чат GPT. Ну и сейчас я покажу, какие релизы на самом деле существовали и к чему они привели. Ну и есть еще ресурс, который называется DALL-E, это уже работа с графикой. Когда мы с вами, задавая некоторую информацию в текстовом варианте, получаем графическое изображение того, что вы написали. Значит, здесь приводятся основные... Так, Вячеслав Алексеевич ушел. Коллеги, пожалуйста, остановите меня, потому что доклад у меня достаточно длинный, чтобы я не сильно увлекся. Прошло 14 минут. Так что говорите. Да, но у нас на самом деле Вика Подберезская не выступает, поэтому возможность у меня будет что-то досказать. Значит, вот основные этапы или основные релизы, которые у нас с вами на сегодняшний день существуют. И здесь вот приведены
те как бы шаги, которые GPT прошло. Значит, впервые, вот первый результат, он был в 2018 году предложен, первый релиз, он так и называется GPT-1. То есть это некоторая языковая модель, которая была создана как продукт в виде отдельной нейросети. Доступ к этой нейросети был только у специалистов. То есть на самом деле обычный пользователь доступа к этому не имел. Это 2018 год. Значит, здесь приведены некоторые параметры. Значит, по крайней мере, вот известно, что система была обучена на 5 гигабайтах текста, то есть вот та обучающая база данных, на которой происходит обучение системы, она вот имела такой объем. 2019 год, это GPT-2, это уже вторая версия этой системы, второй релиз, так называемый. Система обучалась на 40 гигабайтах текста и использовались уже данные не только из библиотеки, но и из интернета. Сайты соответствующие, книги и так далее. Ну и, наверное, вот следует особо остановиться на то, что произошло буквально последние полгода. Я уже сказал, что в 2022 году, в начале года, в марте месяце примерно, появилась новая версия GPT 3.5. Некоторые характеристики этой системы здесь приведены на слайде. Ну и в ноябре был открыт доступ всем абсолютно пользователям. То есть каждый из нас сейчас может зайти вот на этот ресурс, поупражняться, поэкспериментировать и посмотреть, что это такое, чему научилась система. Более того, в марте этого года, 2023, анонсирована следующая версия, называется эта версия 4 уровня, GPT-4. В ней еще больше возможностей, но, по крайней мере, если посмотреть информационный ролик, то некоторые как бы там задачи, которые были заявлены, они пока не решаются в общем доступе. Возможно, при специальном доступе все эти заявленные нововведения, они могут появиться. Но я вам покажу, где можно поэкспериментировать и увидеть, что такое GPT-4 и чем он отличается от других ресурсов. Вот здесь на этой схеме приведена динамика, за сколько месяцев пользователи достигают уровня 100 миллионов. То есть вот за 2 месяца чат GPT набрал 100 миллионов пользователей. Предыдущие ресурсы TikTok, вот смотрите, Instagram, здесь 9 месяцев, Instagram 30 месяцев, ну и так дальше. То есть интерес к этому просто огромный. За 2 месяца пользователей, которые используют вот чат GPT, достиг 100 миллионов. Это достаточно большая цифра. Пробегусь несколько по интерфейсу. Вот смотрите, так выглядит интерфейс GPT, чат GPT. Если вы входите в этот ресурс, вы видите вот такую картинку. Она совершенно примитивная, простая. И здесь, смотрите, обозначены 3 возможности. Первое — это чат GPT, DALL-E и API. Значит, чат GPT — это основной ресурс, где мы с вами набираем текст и начинаем общаться с этой системой. DALL-E — это графический ресурс, когда мы задаем либо картинку готовую, либо описываем то, что мы хотим получить. Я это все продемонстрирую, результаты опыта, и вы будете видеть картинку. Но, к сожалению, DALL-E — это только платное. Здесь бесплатный режим имеется, но если вы хотите более быстрый режим и более доступный, то там есть тоже версии, по-моему, $20 в месяц оплата использования в платном режиме. Вот эта закладочка, она ведет на ресурсы, которые позволяют встраивать чат GPT в другие разные ресурсы. Например, вы можете его поставить в свой чат, в Telegram-бот создать, используя вот эту ссылочку, которая здесь на заглавной страничке имеется. Кто пользуется Wolfram Alpha математики, появилась плашка специальная входа в чат GPT, то есть используется, кроме оболочки Wolfram Alpha, ну, химики, математики обычно используют этот ресурс, появилась плашка, в которой чат GPT присутствует.
Значит, вот так выглядит сама работа в чате GPT. Это уже не заглавная страничка, а уже рабочее окно. Обратите внимание, вот здесь появляются все ваши чаты, они фиксируются. Вот у меня тут эксперименты. Приветствие и помощь, нерешаемые интегралов косинуса x. И вот все чаты, они фиксируются у вас, как вы с машиной общаетесь. Более того, говорят, что если ты завел чат, то в этом чате происходит и обучение машины. Потому что ты начинаешь обмениваться информацией, и он какую-то информацию берет себе, схватывает. Ну, я примеры в будущем покажу. Значит, здесь приведены примеры, все это на английском языке, но переводчик Google, если у вас установлен, то он сайт переводит. А внизу просто вот форма для входа. Как обычно текстовая форма, вы набираете текст для общения и результаты получаете. Ну и теперь я бы остановился на том, что он умеет делать и какие результаты эксперимента у меня есть. Покажу. Ну вот, посмотрите. Во-первых, чат GPT отвечает абсолютно на любой вопрос. Какой вопрос вы бы не задали, значит, предлагается общаться можно общаться на русском языке, но как бы рекомендуется использовать все-таки английский язык, тогда и ответы будут более релевантными, ну и информация будет достаточно быстро поступать, ответная. Значит, вот первый вопрос, который я задал, при входе на ЕГЭ в России у школьника отбирают телефон. Законно ли это, какие юридические у организаторов основания имеются для того, чтобы это действие осуществлять. Чат GPT мне тут же приводит информацию о том, какие законодательные акты поддерживаются, ну и тут резюме некоторые приводятся. Обратите внимание, у меня интерфейс разного вида, вот этот и вот этот. Я потом покажу, в чем разница этих интерфейсов, они просто из разных источников у меня выбраны. На зеленом фоне вы видите, это скорее всего из Телеграма, тот, кто пользуется Телеграмом, он видит, что в Телеграме. Я получил ответ. Действие по отбору телефона у школьников при входе на экзамен ЕГЭ является законным и обоснованным. Обоснованными мерами безопасности и предотвращения мошенничества. Ну и дальше там приводится текст достаточно подробный, так что вот информация здесь получена. Значит, ну, я экспериментировал на разных вопросах, и на специальных, чисто математических, и на таких на вопросах шуточных. Ну, в частности, вот я спросил, что тяжелее, 1 килограмм ваты и 1 килограмм песка. Он мне тут же отвечает. Оба имеют одинаковую массу 1 килограмм, поэтому они равны по весу. Однако при сравнении объема килограмм песка будет занимать меньше объем, чем килограмм ваты, так как песок имеет большую плотность. То есть информация выдается не только ответом на вопрос назначенным, но и как бы помогает тебе обнаружить что-то еще. Значит, ну вот здесь я, например, спросил, я страдаю болезнью позвоночника, у меня грыжа, что ты мне рекомендуешь? И он мне выдал список, то, что мне нужно сделать. Но это примерно то же самое, что мне говорит там невролог, когда я к нему на прием прихожу. То есть примерно то же самое, та же информация, она здесь вот содержится. Дальше посмотрите, чат GPT дает пояснение на уже имеющие ответы или задает дополнительные вопросы, чтобы уточнить. Ну, я тут вот спрашивал, наверное, с задних рядов плохо видно, что будет, если я нахожусь на экваторе и продвигаюсь на восточном направлении, прохожу 400 тысяч километров, и сколько я белых медведей увижу. Он мне отвечает, естественно, что белых медведей ты не увидишь, потому что там тропический климат и так далее. То есть автоматический ответ достаточно релевантный, подробный, такой, как имеется. Значит, я экспериментировал со специальными знаниями, ну, спрашивал там из той области научной, которой я занимаюсь, там, теорема Липунова в векторных мерах. Мы с ним разговариваем, он где-то ошибается, где-то говорит не точно, но я пытаюсь его навести. Ну ты же мне не эту теорему привел, не то обобщение рассказываешь. Он говорит, извините, и он мне дополняет свой вопрос или ответ. Или, например, я просил вычислить интеграл, то что не интеграл, а предел обычный, там вот кто математики знает,
на первом курсе пределы вычисляет. Он мне начинает вычислять, используя правила Лапиталя, которые нельзя в этом случае использовать. Я говорю, а разве можно в этом случае использовать правила Лапиталя? Он говорит, да, вы правы, нельзя. Я говорю, что? Значит, и дополняет и отвечает уже более полно на это. А вы говорите словами или вы... Нет, набираю текст. Но набираю на русском. Набираю на русском. Значит, посмотрите, чат GPT умеет придумывать истории. Ну вот у меня тут несколько примеров. Придумайте поздравления с днем рождения для женщины. Пожалуйста, готово поздравление. Вот здесь. Напишите приветствие участникам научно-практической конференции «Самосбор». Вот здесь приветствие. Уважаемые участники научно-практической конференции «Самосбор», приветствую вас и желаю успешной и продуктивной работы. Надеюсь, что ваш опыт и знания помогут сделать ваш вклад в развитие науки и технологий. Пусть эта конференция станет знаковым событием в вашей научной карьере. Какой текст? Ну или вот тут вот поздравление с Днем независимости. Вот, поскольку 12 июня у нас близко, вы тоже можете вот такое поздравление увидеть. Значит, более того, он пишет стихи, но пишет стихи на английском языке. В переводе там, конечно, рифмы нет, то есть на русский язык перевод возможен, но как бы... Да, я экспериментировал и с языками. Ну, это, наверное, впереди сейчас у меня будет. Значит, придумывают истории. Вот я тут, например, смотрите, предложил ему мне помочь в следующей ситуации. Я опоздал на свидание со своей дедушкой, придумай несколько шуточных историй, чтобы объяснить свое опоздание и загладить свою вину. И он мне предложил несколько вариантов шуточных отмазок, грубо говоря. Извини, я опоздал, потому что у меня была встреча с моим двойником. Он украл мой телефон, и я не мог дозвониться тебе. Прости, я опоздал, потому что меня остановил полицейский и начал задавать вопросы о том, почему я выгляжу так хорошо сегодня. Ну и так дальше. Вот из таких вариантов, которые предлагаются, здесь достаточно много. Значит, очень важно, наверное, для преподавателя. Значит, если вы пишете, например, какую-то аннотацию, резюме, или, ну, грубо говоря, пишете отзыв на дипломную или курсовую работу, вы загружаете этот файл, и он вам пишет подробную аннотацию. То есть, что там есть. А если вы, например, эксперт, и вы работаете над серией статей, хотите создать обзор, готовите статью, вы загружаете все вот эти файлы, и он вам обрабатывает в массе эти файлы и выдает краткую аннотацию всего, что вы загрузили. Весь текстовый материал помещается вот в один документ. Ну вот, в частности, посмотрите, я, например, первое информационное письмо, которое я вам отправлял на почту, оно было загружено, и я попросил аннотацию составить. Вот он мне написал. Это объявление о проведении очной встречи IT-активных учителей и преподавателей в городе Сыктывкаре. Помните, там страничка была целая. А тут 4 предложения. Мероприятие называется «Летний самосбор 2023» и будет проходить с 8 по 10 июня 2023 года на базе Коми Республиканского института развития образования. Всех, кому интересна тема использования интернета и так далее. Вот 4 предложения из всей огромной странички, ну, в качестве примера вот я привел. Дальше, этот же текст я попросил тут же перевести на английский язык, но это как бы не удивительно, но тем не менее здесь говорят перевод более точный. Вот он перевел мне на английский язык. Естественно, я поэкспериментировал, перевел на коме. Значит, первое удивление мое было, что текст-то появился, но я немножко коме язык знаю, и я понял, что там близкого нет ничего. То есть, на самом деле, обучение все-таки на коме языке еще, видимо, недостаточно прошло. Значит, учить программировать. То есть, по сути дела, вы можете задать любую задачу поставить, он вам напишет программу, и программу напишет на разных языках программирования. Вот я, например, тут написал, напиши мне программу сортировки, выборки некоторые. Вот он мне написал в нескольких вариантах эта программа, вот Хоббит здесь присутствует на этой картинке. Значит, в частности, вот тоже я уже на сайте обращал ваше внимание, видите, тут написано
обратного отсчета времени выполнен чат GPT. Если вы на страничку нашего сайта зайдете, там есть таймер обратного отсчета, то есть сколько у нас до начала оставалось. Я попросил чат GPT написать эту программку, он мне ее написал. И мне осталось только этот код ставить на наш сайт. Так что вот это вот как бы первый полезный ресурс, который не как эксперимент, а уже как некоторый результат, который я использовал в своей практике. Значит, нужно сказать, что общение это достаточно такое приятное с этим ресурсом. Он, во-первых, никогда не отказывает, то есть он от тебя не отошьет, как там, может быть, какие-то другие системы. Он всегда каким-то образом тебе ответит и, может быть, даже куда-то направит, если у него что-то не будет получаться. Ну вот я, например, спросил, найди иллюстрацию математика, который стоит у доски и пишет формулу. И он мне написал, что он, к сожалению, не может этого сделать, потому что он работает только с текстовой информацией. Ну, я дальше покажу, что у меня есть и картинки, вот, в которых формулы появляются, то есть текст переходит в изображение. Вот еще один пример общения, посмотрите. Я попросил его продолжить фразу. Шла Саша по саше и сосала сушку. Так, он мне пишет. К сожалению, я уже не знаю, что там он подозревает, что сосет Саша, но он мне пишет. К сожалению, данное высказывание не является приемлемым и содержит ненормативную лексику. Я, как AI-ассистент, не могу одобрить такие высказывания и стимулировать негативное поведение. Пожалуйста, используйте уважительный язык в своих сообщениях. Но я ему пишу, но это же скороговорка. И он мне опять начинает это говорить. В конце концов, он соглашается, что это скороговорка, и что вот последняя фраза. Нет в этой скороговорке нет ненормативной лексики. Она просто содержит игру слов и звуков, которые могут быть сложными для произношения. Ну и мы тут как бы обменялись своими В общем, ваш интеллект словами. Ваш интеллект победил. Нет, ну я не знаю, это трудно это поверить. Значит, какие проблемы? Ну вот здесь я высветил, на мой взгляд, то, что где как бы вот есть еще, ну не то что недостатки, что-то вот, как бы немножко притормаживает и что бы хотелось исправить. GPT иногда пишет правдоподобно звучащие, но неправильные бессмысленные ответы. Например, когда я спрашиваю специальные вопросы, связанные с моей специальностью и научными интересами. Ясно, что да, потом обучение все-таки было проведено в 2021 году. Последней информации здесь нет. GPT-3, чат GPT. Значит, чат, который GPT-4, там уже обучено на базе 22 года, и там уже более свежие знания. А здесь все-таки знания, они 2021 года. Значит, да, он плохо знает специальные области науки, ну, как пример математики. При одной формулировке вопроса модель может утверждать, что не знает ответа, но при небольшой переформулировке может ответить правильно. Модель часто чрезмерно многословна и злоупотребляет определенными фразами. Например, повторяет, что это языковая модель, обученная OpenAI и так далее. Вот если он что-то не может сделать, он всегда говорит, что я только языковая модель. И эта фраза, она везде присутствует. Не так часто задаются уточняющие вопросы, чаще модель пытается угадать, в чем была суть вопроса, ну и, грубо говоря, просто пытается что-то ответить, тот вариант, который она предлагает. Нет, чтобы там переспросить и уточнить, что имеет в виду автор, который с ним общается. Ну вот таким образом. Теперь как всем этим пользоваться? Значит, так, сколько времени? Минута. Да. Ничего подобного, учитывая 2 плюс 7 задержки. 33:22 прошло с момента. Выступай, если что, я Ну, что-то Поберезская там не выступает, поэтому, ну, если интересно, если нет, я могу... Не очень. Значит, смотрите, какие есть варианты. Ну, во-первых, сам непосредственно чат GPT, который открывает официальный сайт, это OpenAI.com. Все это будет в презентации, вы можете увидеть, можете не записывать это всего. Значит, вы заходите на этот сайт, но доступ в России закрыт к этому ресурсу. То есть вы заходите, во-первых, используя VPN, это раз. Второе, вам нужно будет подтвердить,
что вы СМС получили соответствующую. А номер, естественно, должен быть не российский. То есть +7, он вас тут же выбросит моментально. Значит, есть разные варианты обхода, вы в интернете их можете найти. Есть ресурсы, которые временно для одной смс создают номер. Ну, например, в Нидерландах там у вас появится номер, и одну смс выполнить. Это стоит совсем недорого, не больше 100 рублей. Вот получить этот номер и смс на ваш телефон получить. И после регистрации вы уже попадаете, становитесь настоящим пользователем. Я долго мучился, у меня это в конце концов не получилось, у меня сын потом, у него как бы там турецкий номер есть телефона, он мне помог, и подтвердили, и я его сейчас пользуюсь его услугами. Но если вы будете вот через этот путь проходить, когда вы открываете VPN, то желательно указывать номер телефона той страны, откуда у вас VPN. То есть, если вы, например, заходите в VPN, у вас, допустим, Нидерланды, тогда телефон берите тоже из Нидерландов. Если у вас VPN берется, скажем, из Польши, да, а номер телефона у вас из там, Испании, то он это тут же считает, что идет противоречие. То есть VPN, адрес, точка доступа, из которой вы заходите, должен совпадать с номером телефона той страны, в которой эта точка доступа находится. Второй способ, он более простой. Это майкрософтовский ресурс Bing, ну, поисковая система Bing известная. Но единственное, тут ограничения какие. Нужно использовать браузер Microsoft Edge. Это, во-первых, и, во-вторых, воспользоваться VPN. Заходите, регистрируетесь, проходите и тут же получаете доступ к чату. Причем здесь написано, что этот чат уже работает по версии GPT-4. То есть уже вот дополненные варианты, которые относятся к марту 2023 года, здесь присутствуют. Значит, хочу сразу подчеркнуть, что есть специальные ресурсы, которые, то есть специальные плагины, которые можно поставить не только на браузер Edge, а использовать, например, Google Chrome или там Mozilla. Достаточно загрузить плагин на ваш браузер, и будет работать в вашем браузере вот этот чат в том числе. Значит, кроме того, кроме текстовой генерации, здесь графическая генерация возможна. Тут просто нужно добавить вот адрес create, bing.com create, и в этом случае вы можете работать уже не только с текстовой информацией, но и с графикой. Третий, да, вот ограничение какое? 30 запросов в сутки. Тут вот стоит счетчик великий и фиксирует входы. Мне даже больше здесь нравится интерфейс, чем у вот официальной версии ChatGPT, потому что здесь есть и подсказки, вот видите, тут вопросы появляются, и можно поисковую систему запустить и одновременно проверить откуда источники информации, которые он предоставляет. Ну я вот тут, смотрите, например, расскажи сказку про белого бычка, он мне тут же привел, и даже есть ссылочки и уточнения на мой вопрос. Вариант, связанный с Google Bar, но я его не советую, потому что здесь язык только английский, заходите вы через VPN, и обязательно только две страны, либо Великобритания, либо Соединенные Штаты Америки. Других вариантов он просто не принимает. Но это гугловский ресурс, он тоже очень интенсивно сейчас развивается. Называется BERT, читается BERT, Google Bar. Значит, альтернативные ресурсы, это то, что я вам говорил, что через LPA создается. Телеграм-каналы. Вот 3 телеграм-канала, которые я советую попробовать. Вот этот первый работает очень хорошо. Я им обычно пользуюсь. Вот видели, у меня зеленый интерфейс, это как раз вот этот телеграм-бот, который позволяет это делать. Ну и так, все-таки сколько? 4 минуты пока превысил. Поэтому с учетом 7, еще 3 минуты. Значит, генерация рисунков. Ключевой вот, самый продвинутый ресурс – это Midjourney. Значит, ну, к сожалению, он в настоящий момент только платный. $10 в месяц используется. Есть обходы, есть варианты обхода, но о них тоже можно в интернете найти. Язык общения английский, ну и все происходит, общение через Discord. Ну, мы на прошлом самосборе разбирали и возможность, очень интересный ресурс, сервер Discord.
Ну вот результаты моих экспериментов. Смотрите, я вот помните, там говорил, профессор набирает формулу доски. Вот я набирал вот этот текст. Профессор математики читает лекцию в аудитории со студентами, на доске выписывает математические формулы. Вот мне выдал 4 варианта. Текст я написал, вот картиночки. Здесь я свою фотографию загрузил и написал: помести меня в деревянную рамку. Вот картиночки, которые мне получилось. То есть из готовой картинки он обрабатывает, интерпретирует вот таким образом. Значит, здесь я просто вот для примера: река на фоне леса. Вот 4 варианта. Каждый из этих вариантов ты можешь еще вызвать и попросить дополнительно обработать, и он еще какие-то элементы добавит. Может что-то убрать, написать. Здесь я пытался логотип написать. 2 буквы Б, И. И вот он говорит, один из вариантов, который мне больше всего понравился. Значит, следующий ресурс, вот Stable Diffusion. Значит, здесь в будущем будут как бы картинки генерироваться для случая запроса такого. Значит, волшебная принцесса на берегу моря, в море парусник. Вот генерация этих картинок. Вот в этом ресурсе Stable Diffusion. Значит, параметры, которые здесь есть, они здесь присутствуют. Есть 2 варианта, кстати. Есть облегченный вариант и есть вариант, который в режиме онлайн работает. Облегченный вариант вы можете загрузить на свой компьютер. Но для этого у вас хороший должен быть физический, видеокарта должна быть хорошая. У меня, например, там видеокарта не очень хорошая. В течение часа обрабатывалась вот этой картиночка. Дальше я экспериментировал, пытался вот этот логотип, который у нас на флаге, чтобы он мне нарисовал. Ну, я пытался по-всякому его описать. 3D-человечек стилизованный, лежит на животом вниз на зеленой травке, перед ним компьютер. Вот он мне что выдал. Не очень хорошо, согласна. Значит, очень плохо рисуются руки человеческие и ноги. То есть, как правило, там какие-то переплетения получаются. Значит, ресурс, который мне больше всего понравился, это Кандинский. Кандинский – это проект, который поддерживается Сбером нашим. И здесь, посмотрите, вы не только можете генерировать картинку, но и стилизовать эту картинку под определенный стиль. Ну, например, в стиле аниме, детальное фото, киберпанк, Кандинский, Айвазовский, Малевич, Пикассо, ну и так далее. То есть вы загружаете текст, просите, какой стиль выбрать, и он вам соответствующий стиль выдает. Помните, я вот, написал там волшебная принцесса на берегу моря, вот картиночки, которые выданы в разных стилях. Ну, наверное, узнаваемо, вот это Айвазовский, там, это картина рисунком там, и так далее. Значит, вот это абстракционизм, который там, наверное, у Пикассо присутствует. Вот картиночки на один и тот же запрос для разных стилей. Нарисовал эти картинки. Да, есть очень красивая галерея. Чего только там не увидишь. Экзотические вещи, очень красивые получаются изображения, рисунки, картинки. Следующий ресурс Blue Willow, пробегаю его. Ну, голубая ива, по-моему, переводится с английского. Тоже хороший ресурс, можете посмотреть. Вот мне как он нарисовал принцессу в этом случае. Картиночка отличается. Тут даже вот такой совершенно пляжный вариант. А вот этот 3D-человечек, который я попросил как бы вот нарисовать логотип, тут он уже реального человека рисует и стилизует под то, что я бы хотел. Ну, тут более-менее такой картиночка. Ноги, по крайней мере, нормально выглядят. И руки тоже. Ну, тут вот посмотрите, например, 6 пальцев появилось. Следующий ресурс бинговский, я про который уже говорил, вы добавляете слово create, Bing.com Create, и у вас тоже ресурс, который рисует картинки